В Госдуме продолжают рассматривать законопроект об изучении родных языков в школах, при этом стараясь учесть и позицию регионов России. Обсуждали этот документ сегодня и в Чебоксарах. Услышать мнение Чувашии по этому непростому вопросу приехали депутат Госдумы Олег Николаев и член Общественной палаты России Светлана Кузнецова. Вопрос изучения родных языков в школах встал остро, и законопроект о нем уже успел вызвать резонанс в обществе. При Минпросвещении была создана рабочая группа, и в итоге парламентариям все же удалось достичь компромисса. Депутат Госдумы Олег Николаев отметил, выбор языка должен быть добровольным. Для этого родителям школьников нужно написать заявление. Однако, по мнению некоторых участников круглого стола, этот вопрос можно еще доработать. В нынешней редакции получается иная картина. Вот тот, кто хочет, чтобы его ребенок изучал государственный язык региона, родной язык, где испокон веку жили эти люди, он вынужден писать заявление и просить: прошу вас, пожалуйста, разрешите мне изучать мой родной язык, мой государственный язык региона в школе. То есть вот это вроде бы изменения небольшие, но отношение к национальным регионам меняется кардинально. Собравшиеся также отметили, необходимо определить статус национальных языков. При этом изучение родного должно остаться обязательным. Чем отличается преподавание, допустим, французского или английского языка, где не нужно получать согласие родителей, преподавание региональных языков? Ничем не отличается, исходя из нашей нормативной базы федерального уровня. Нужно разграничить или определить статус родного языка, значит, общегосударственного языка и государственного языка республики. Теперь русский язык также будет включен в перечень родных языков народов России. Преподавателей и учителей это решение порадовало. То, что сейчас вот русский язык как родной признают, я за. Вы знаете, мне очень нравится, что этот вопрос поставлен. Речь стала настолько бедной, что те, кто не хочет изучать чувашский, пусть они дополнительно изучают прилагательные, глаголы, метафоры и так далее, фразеологизмы всякие. Это очень нужно. Также предлагается создать фонд поддержки родных языков. Он должен будет разработать образовательные методики, напечатать учебники и пособия по изучению языка и литературы. Его задача будет, конечно же, как раз обеспечивать такой научный подход и соответствующую поддержку для того, чтобы преподавание родных языков развивалось на научной основе. Ну и, соответственно, чтобы все это обеспечивать финансово. Рассмотреть законопроект об изучении родных языков с новыми правками Госдуме предстоит 19 июня. Анастасия Евгеньева, Семен Антонов, Вести Чебоксара.